для того, чтобы узнать мнение избирателей. Кого же они хотят на самом деле видеть сегодня в составе Государственного собрания мусульман. Сегодня существуют новые тренды. Я это понимаю. Сегодня существует посыл к потребности в новых лицах, да, в составе парламента. Они всегда одни и те же, может быть, очень узнаваемых людей. Поэтому с точки зрения позиции оппозиции касательно региональных списков, то я могу подразумевать для себя, может, здесь есть простая человеческая боязнь, что те лидеры, которые сегодня являются лидерами региональных отделений партии, не настолько лидеры, или они сомневаются, что если они будут избираться не по вертикальному списку, а по горизонтальному списку, они не получат должного количества голосов. И эта боязнь сегодня реализуется тем, что парламентарий просто-напросто выходит из зала заседаний. Второе. Касательно избирательных фондов, но это же не обязательство их наполнять. Это верхняя граница. И это должно приводить к тому, чтобы мы действительно, как сказать, были законопослушными, а не какими-то уходами там что-то прикрывать там, а именно гласно, чтобы это контролируемо было использовать средства избирательного фонда. Касательно списка, значит, паровозов, 3 человека, 1 выбирать, но это все регулируемо, правильно? Если мы хотим сделать план, давайте сделаем по-правильному. Из 3 избирается 2, из 3 избирается 3. В этом же нет абсолютно никакой трагедии. Касательно того, что мы говорим о том, что в законопроекте записано, я не являюсь автором законодательной инициативы, но как, насколько мы читаем, как законодатели, насколько мы ответственны, что не менее 18 региональных списков, то это говорит о потенциале партии. Если партия не способна выдвинуть своих кандидатов, может ли она именоваться партией? И может ли она принимать участие в этих выборах? Поэтому мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы, как депутаты высшего законодательного органа, обязаны создать правовую основу для проведения этих выборов. Я еще раз повторяю для всех, что никто нам не продлит полномочий. И так они продлены до 8 сентября. Мы должны были провести выборы в марте месяце. Но они продлены в связи с установлением единого дня голосования. Поэтому я призвал коллег, в том числе мой уважаемый представитель оппозиционных партий, чтобы мы приняли этот законопроект в первом чтении, потому что есть угроза того, что мы опять будем голосовать на камеру. Тогда в таком случае мы должны быть готовы к распуску парламента, потому что мы не выполняем свои